рассчитываете? Я Искандера хотел еще спросить одну вещь, один последний вопрос, комментарий. Сегодня выступал президент Украины Владимир Зеленский на Крымском форуме и сказал конкретно про телеканал АТР, что никто не оставит телеканал АТР без государственного финансирования. Слышали ты это и как ты прокомментируешь слова президента? К сожалению, я не успел услышать, потому что у нас подготовка, но я хочу сказать одно. Главное, чтобы это не было популистским заявлением, потому что за каждым словом, тем более первого лица страны, должны быть конкретные действия. Для того, чтобы в корне разрешить проблему финансирования или поддержки единственного крымско-татарского телеканала, который вынужденно оказался на материковой части Украины и до последнего давал подробную информацию о тех событиях, которые происходили в Крыму, именно вплоть до апреля 2015 года, то, конечно же, этот вопрос надо решать законодательно. И поэтому я все-таки призываю депутатов «Слуги народа», которая полностью является пропрезидентской, для того, чтобы в ближайшее время внесли изменения или дополнения и в бюджетный кодекс Украины, и в ряд других законов, для того, чтобы телеканал АТР финансировался отдельной строкой, как единственный крымско-татарский телеканал. То есть телеканал коренного народа Украины. Правильно ли я понял тебя, Искандербей, что нужен отдельный закон об АТР, о телеканале АТР, который находится в особых условиях канала беженцев в собственной стране, который бы избавил нас от дальнейших приключений и всяких чиновничьих выкрутасов, связанных с выделением бюджетных средств? Да, на мой взгляд, здесь нужно просто внести изменения или дополнения в бюджетный кодекс, еще в ряд законодательных законов Украины. И, соответственно, в бюджете Украины АТР должен финансироваться отдельной строкой, как телеканал коренного народа. Ну и, конечно, подкрепить это можно было бы принятием закона о коренных народах. Но в первую очередь отдельная строка должна быть по телеканалу АТР.